Смотрите, товарищи, то, что мы ценностное патриотическое гражданское общество требуем запрет гомопропаганды, и то, что чиновники, которые принимают решения и говорят депутатам, какие проекты разрабатывать, какие нет, это саботируют, это понятно. Но вот смотрите, человек, который не просто им во всей этой гадости легитимации ЛГБТ, а тот, кто дает этому научное обоснование, конституционной основы реализации соматических, в скобках, личностных прав, товарищ Василевич. Так, вот, теория и практика. Тут он говорит, что право на самоубийство не бесспорно. Все остальное уже бесспорно. Аборты, смена пола, эвтаназия, это все уже бесспорно, просто нам надо тихенько внедрять. И смотрите, что он пишет. Что он пишет? В печатных средствах массовой информации и нашей республики, сети интернет, появляются публикации, связанные с реализацией гражданами своих соматических прав. Для него это не извращение. Но смотрите, что он пишет. В связи с указанным считаю, что пропаганда такого рода отношений должна быть исключена, так как в противном случае от ее влияния сложно уберечь детей. Точка. Так, как кто-то читал, если Бабеля в моем детстве было популярно, Беня Крик среди бендюжников, слыл хулиганов. Это не просто адепт этих всех тенденций. Он говорит, отлично, что они внедряются, это права, это конституционные права. И даже такой ученый говорит, что пропаганда должна быть исключена. Он не пишет запрещена, он говорит, что если не будет пропаганда запрещена, выражать правовым языком, да, а не хохмаческим, исключена. Так пишет почему? Так как в противном случае сложно уберечь детей. И он не хочет, чтобы его детям вышеупомянутые кадры, не будем им там перебирать всех в подробнейшем докладе, вы слышали, чтобы они им объяснили, что мужчина не мужчина, что папа номер один, мама номер два, и что гомосексуальные семьи, в них очень много партнеров. Как был такой чудесный психолог Эдмунд, по-моему, Беркли, тоже с Венской школы межвоенной, он конкретно изучал гомосексуалистов, извращенцев. Изучил 500 личных случаев, представил нам полную картину, поэтому его имя под запретом на Западе сегодня. Ему принадлежит высказывание, что по сравнению с тем, что делают в интимной области гомосексуалисты, визит в публичный дом – это глубокое эмоциональное переживание. Так вот, даже Василевич говорит, что детей надо от этого оградить. Поэтому мы должны четко, ясно, жестко, всему его адресатам, день и ночь, перманентно требовать запрета гомопропаганды.